Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». Я журналист Белла Кварчия. Новый год в нашей стране традиционно встречают дважды. Первое празднество проводится, как и в большей части мира, 31 декабря. А вот вторая встреча с Новым годом традиционная для абхазов Ажирныха с 13 на 14 января. При этом именно Ажирныха считают основным праздником. Главное место встречи Нового года по старому стилю – кузня. Те же, кто не имеет кузню, проводят моления в доме. Также весь православный мир 14 января чтит память архиепископа Кесарийского, святителя Василия Великого. Тему продолжит Нисфа Аршба. Все попытки вытравить из абхазской культуры многие древние традиции, в том числе и ажирныха, предпринимавшиеся в разные исторические периоды, оказались тщетными. 13 января в абхазских семьях, где из поколения в поколение бережно хранят родовые кузни и наковальни, ажира, совершается семейное моление. В день ажирныха в доме у самого взрослого и уважаемого члена семьи собираются все родственники и проводится обряд жертвоприношения. Старец обращается к Богу и просит здравия всему народу Абхазии. Ажирныха не просто жертвоприношение, а священный ритуал, отличающий абхазов от других народов мира. Я хочу вас поздравить с этим днем нового начала года. Это тоже от Рождества Христа. Вот 7 числа Христос, истинный Бог наш, рождается, через 7 дней начала года. И все это настолько перепутано по человеческим тем соображениям. Юлианский календарь, который является совершенным, и Григорианский календарь, который опережает события, которые еще не совершились и не случились. Значит, 31 декабря это не есть еще Новый год, а вот 13 на 14 вот как раз совпадает с Василием Великим. И дай Бог, чтобы мы научились радоваться, научиться жить в любви друг к другу, как это делал Василий Великий. Сегодня весь православный мир празднует День святителя Василия Великого. Священнослужитель почти ежедневно совершал богослужения. Он особенно заботился о строгом исполнении канонов. За это и был награжден благодатью и стал чудотворцем. Считалось, что он был способен чудесным образом исцелять больных. По словам священнослужителей, в православном мире Василий Великий – один из самых почитаемых святых. Дорогие братья и сестры, хочу вас поздравить с тем величайшим днем, который православные христиане радуются и молятся о том, что есть такие великие святители, как Василий Великий, который дал миру православному то учение спасительное, дающее возможность человеку участвовать в этом воскресении. Слова Божии, это основной фундамент, на котором человек соединяется с Богом. Это соединение с Богом и с Его правдой могли достигать такие великие святители, как Василий Великий, как человек, который дал православному миру и вообще всему роду человеческому своим конкретным примером, своим конкретным верованием, что действительно Христос истинный Бог наш. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием у верующего народа. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской лавре. Честная глава святителя Василия благоговейно хранится в лавре святого Афанасия на Афоне, а десница его в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Нисфа Аршба, Роберт Ломе, Абхазское телевидение. Делегация Министерства экономики Республики Абхазия принимает участие в 8-м Гайдаровском форуме в Москве, на котором ведущие российские и мировые эксперты обсуждают актуальные вопросы текущей повестки дня, в том числе о перспективах развития экономики, новейших трендах, вопросах конкуренции, инвестиционного и делового климата. Делегация Министерства экономики во главе с замминистра Баталом Тарба старается максимально широко охватить мероприятия форума для приобретения новых знаний и ознакомления с передовым опытом по наиболее актуальным для республики вопросам, сообщает пресс-служба ведомства. В центре внимания общественности всю прошедшую после Нового года неделю была проблема незаконной перестройки, сноса и разрушения памятников архитектуры.
В социальных сетях и в средствах массовой информации шли жесткие дискуссии по поводу фактов вандализма, которые имели место в разных районах республики. Мы обсудим эту тему с гостем нашей студии немного позже. А сейчас обзор других, наиболее значимых событий первых дней Нового года. Ирина Аржба продолжит выпуск. Первая неделя Нового года в Абхазии началась с резкого обострения криминогенной ситуации. В разных районах республики было совершено 4 убийства. 31 декабря в селе Бармыш Кудаутского района в собственном доме был обнаружен труп пожилого мужчины, застреленного в спину из ружья. Убитому Лёсику Нанба было 78 лет. По подозрению в убийстве задержали его сына 1978 года рождения. 1 января милиция обнаружила труп ранее пропавшего 26-летнего жителя Сухума. Тело Беслана Квициния было найдено в лесу в Ачамчирском районе. Подозреваемым МВД Абхазии на своем официальном сайте назвало Роланда Жиба, 33 лет, жителя села Гуада Ачамчирского района. Еще одно убийство произошло 3 января в Гагре у гостиницы «Абхазия». Как сообщил официальный сайт МВД республики, 2 мужчин расстреляли из окна автомобиля 55-летнего Руслана Бения, который позже скончался в больнице. В связи с фактами убийств президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств. Президент потребовал принять все необходимые меры по недопущению любых противоправных действий. В этих целях была усилена работа патрульно-постовых служб в городах и районах страны. Расследование совершенных преступлений осуществляет Генеральная прокуратура Республики Абхазия. Уровень воды в Джварском водохранилище снизился до 438 метров, при критическом показателе в 420 метров. Кроме того, как не раз сообщали абхазские энергетики, деривационный тоннель, связывающий плотину и станцию, на время будет закрыт на ремонт. Несмотря на это, Абхазия должна быть запитана электроэнергией. Каким образом и при каких условиях, об этом будет известно лишь после того, как абхазская сторона обсудит все вопросы как с грузинскими, так и с российскими энергетиками. По сегодняшним запасам предварительно воды в Джварском водохранилище, в случае, если только Республика Абхазия будет потреблять электроэнергию с этого комплекса, ее хватит приблизительно до конца февраля, начала марта. 1 по 9 января 2017 года на отдыхе в Абхазии побывали более 10 тысяч человек. Туристов принимали практически во всех городах Абхазии. Основной поток пришелся на Гагарский, Кудаутский и Сухумский районы. Несколько гостиниц функционировали и в Ачамчирском районе. Ежедневно работала Новоафонская пещера. С 1 по 8 января ее посетили более 5000 человек. Что касается Рицинского реликтового национального парка, то в связи с погодными условиями было решено ограничить количество туристов. Руководство парка открыло для экскурсий лишь часть заповедника. В итоге его посетило около 2500 человек. Абхазская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Ковой, приняла участие в церемонии инаугурации президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Церемония инаугурации прошла на площади Революции в Манагуа. Среди почетных гостей президенты Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора, а также руководители министерств и ведомств ряда других стран. Во время пребывания у делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялись встречи с коллегами из отдельных министерств и ведомств, а также с представителями администрации президента Никарагуа. В ходе встреч был обсужден ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества. С 1 февраля текущего года бензин и дизтопливо будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 10%. Это должно существенно увеличить доходы государственного бюджета. Решение об этом правительство приняло в последние дни уходящего года. На заседании правительства было решено повысить цены и на сжиженный газ в баллонах. Согласно постановлению, уже с 1 января розничная цена за килограмм сжиженного газа составила 50 рублей. Соответственно, 11-килограммовый баллон обойдется потребителю в 550 рублей. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Дмитрий Сериков заверил, что стоимость бензина в ближайшее время не изменится, а рост цен на топливо не повлечет за собой удорожание продуктов питания и оплаты за проезд в общественном транспорте.
Более сотни километров по дороге жизни в память о бойцах Восточного фронта прошли участники автопробега под названием «Дорога памяти». Участники стартовали из столицы 5 января и объехали села Восточной Абхазии, которые во время войны располагались по маршруту «Дороги жизни». Организаторами мероприятия стали автоклубы «Внедорожная Абхазия» и сообщество «Джиперы Сочи». Через села Атара, Ктол, Члоу «Дорога жизни» привела участников акции к героическому Ткварчалу. Здесь состоялась встреча с жителями города и властями района. Участники акции почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Далее джиперы посетили село Бедия и в завершении пробега встретились с ребятами из Международного исторического лагеря «Юный патриот». Это были наиболее значимые события первых дней Нового года, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы. На прошлой неделе общественность республики резко отреагировала на факты незаконного сноса и перестройки памятников архитектуры. Такие случаи имели место в Гульрипском районе, в Новом Афоне и в центре Сухума. Как развивались события, мы узнаем из репортажа Елены Лолова. Уже вошло в традицию в выходные или праздничные дни разрушать полностью или начинать незаконные строительные работы на объектах, находящихся под охраной государства. Ровно год назад общественность узнала о самовольном сносе в центре Гудауты дома, включенного в государственный список объектов историко-культурного наследия. Министерство культуры Абхазии целый год судится по факту уничтожения особняка. Январь 2017 года внес коррективы в статистику повреждений исторических объектов. За новогодние праздники возле дома, построенного в 1912 году, расположенного в центре Сухумской набережной, выросли металлические столбы. Неравнодушные горожане встревожились и переадресовали все вопросы в Управление архитектуры города и в Министерство культуры. Как выяснилось, хозяева объекта «Белый парус» занялись ремонтно-строительными работами здания, но ни на эти работы, ни на строительство, как они утверждали, временного забора никаких разрешительных документов не получали. Первичной инстанцией по утверждению проектной документации является Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия. Нами получено, такого документа не было, поэтому мы рассматриваем данные мероприятия как незаконные и требуем того, чтобы немедленно все работы были остановлены. Металлические столбы были демонтированы, а внутренние работы приостановлены. Общественный резонанс и бурное обсуждение в соцсетях также получил факт демонтажа лапидарных памятников из алтарной части храма Феодора в Анакапийской крепости. Каменные фрагменты были разобраны в октябре прошлого года работниками историко-культурного заповедника Анакапия без согласования с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. Но об этом широкой общественности стало известно только в январе этого года. По сведениям историков, стена была установлена в XIX веке монахами Новоафонского монастыря и включала фрагменты с изображением раннехристианских символов. Директор историко-культурного заповедника Анакапия Алхас Аргун в апреле 2016 года обращался в Минкульт с просьбой дать добро на демонтаж белокаменных резных деталей с последующим их переносом в музей. Он объяснил, что все это из-за черных копателей и фактов вандализма. По информации Минкульта, в данный момент артефакты находятся в музее Абхазского царства в Новом Афоне. Их дальнейшую судьбу, а также вопрос ответственности за незаконный демонтаж лапидарных памятников в Древней Анакапии обсудят на заседании научно-методического совета при Министерстве культуры. Параллельно специалисты Минкульта изучают еще один факт, вызвавший беспокойство в обществе. В конце декабря прошлого года российские военные проводили на территории военного полигона в Цабале Гульрипского района инженерные и земляные работы и наткнулись на куски больших известковых плит, предположительно остатки древних сооружений. Были ли это руины древнего храма, как писали иностранные СМИ, предстоит выяснить экспертам. СМИ фиксируют, что за последние годы происходит сокращение культурного богатства страны. Состояние многих памятников, находящихся под государственной охраной, неудовлетворительное. Многие уверены, что до тех пор, пока у нас будут ограничиваться лишь осуждением подобных фактов вандализма и не наказывать нерадивых хозяев длинным рублем, факты по разрушению, повреждению или полному уничтожению памятников, составляющих историю нашей страны, будут продолжаться. Елена Лолова для событий недели.
Как видим, хлопотной выдалась прошедшая неделя для сотрудников Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Представители ведомства встречались с собственниками исторических зданий, разбирались в действиях нарушителей закона об охране памятников, информировали общественность посредством пресс-конференций. О том, какие меры предприняли в министерстве в отношении людей, из-за которых пострадали исторические объекты, и что еще будут делать в ведомстве для того, чтобы в будущем такие факты не происходили, мы обсудим с нашим гостем в студии, заместителем министра культуры и охраны историко-культурного наследия Баталом Кубахия. Здравствуйте, Батал Самсонович. Здравствуйте, Бела. Батал Самсонович, с начала Нового года на нас обрушился шквал такой негативной информации о порче или разрушении памятников архитектуры. Скажите, пожалуйста, что происходит? К сожалению, в Абхазии сложилась такая практика, что в выходные с пятницы на субботу, воскресенье или в праздничные дни происходят какие-то вот такие нарушения, связанные там с порчей или разрушением объектов культурного наследия. В прошлом году у нас было то же самое. В этом году было очень много сигналов, существуют социальные сети, существует Facebook, где все это всплывает. Те 3 объекта, о которых вы говорили, это не произошло в новогодние каникулы, потому что в Цибельде это случилось 24-го, а в Афоне это случилось в сентябре. Действительно, с Белым парусом ситуация вот именно была в новогодние каникулы. Просто вся эта информация вдруг всплыла именно в новогодние каникулы. И, скажем так, Министерство культуры, как на боевых позициях, со 2 числа по сегодняшний день все практически находятся на работе, работают, занимаются, изучают материалы, ездят по местам, описываем акты, и картина, в общем-то, не очень хорошая. Ну, проясните нам картину с тем же белым парусом. Когда начали вдруг демонтировать тротуары, да, это все выглядело не очень красиво. Знаете, с белым парусом легче всего, и картина там очень ясна, но приношу благодарность еще раз гражданам, которые вот проявляют такую озабоченность, и, скорее всего, Министерство культуры будет делать горячую линию, где люди могли бы о своих подозрениях или озабоченности, или увиденных фактах нарушений сообщат. Дело в том, что случилось в Белом парусе. Вот 3 января поступило сообщение, мне позвонили, во-первых, неважно, кто звонил, но позвонили, сказали, что что-то там происходит вокруг Белого паруса, разбирают плитку. Ну, 4-го мы сразу послали туда нашего сотрудника, чтобы он заактировал ситуацию. Там сносились внутри здания, помещения Белого паруса, сносилось объекта стены. Мы сразу все приостановили и там разборку тротуара, и было опасение, что снимут барельеф с Таифом Аджба, потому что лет 8 назад тоже вот была такая тенденция, когда хозяину вдруг не понравилось. Но мы все приостановили, они приостановили. Но дело в том, что там есть некоторое разграничение. Департамент по охране истории культурного наследия должен заниматься, когда это связано с объектами культурного наследия. Вопрос строительства на тротуаре, заборов, это недопустимо вообще, потому что вся набережная входит в охраняемую зону, привязана к Сухумской крепости. Они должны быть особо зоны регулируемой застройки. Они должны были получить разрешительные документы, они их нигде не получили. Нечего было вот в новогодние каникулы. Но вот 5 января мы направили письмо собственнику о приостановлении и предоставлении нам проекта, чего они там собираются делать. 12 числа нам принесли проект. Ну, вот самого собственника я не знаю, это фирма Eclipse, но представитель этой фирмы Тарнава Ахра Викторович, мы ему направили, он согласился. Установили, проект у нас лежит. В принципе, вот вы посмотрели, да, уже экспертизу пишет наш архитектор-реставратор, чудный проект. Дело в том, что там фасад не трогается. Что касается этого здания, он давно уже практически испорчен, потому что задняя часть, еще лет 15 назад, когда его продали, пристроили, там предмет охраны, только уже фасадная часть. Внутри все уже давно разрушено. Нет никаких элементов декора или лестницы, которые бывают в таких домах интересных, которые можно охранять. Но, тем не менее, мы запретили это строительство, нам принесли проект. Речь шла
о изменении вот от той деревянной пристройки летней. И они, кстати, тот проект, который мы видим, гораздо лучше, чем было до этого безобразия, да. И, в принципе, они там учли, архитектор учел вот такой баланс. Вот это старое здание, а вот это вот современное. Ну, мы будем рассматривать первый рабочий день после вот завершения уже старо-новогодних каникул данный проект, дадим разрешение, поставим печать, пусть и не работает. Что касается заборов и плит, это в сфере как бы главного архитектора города и местных органов, понимаете. Но мы и туда вмешались, они прекратили. Скажите, а вообще они как-то объяснили вот так, что они в обход всех правил, в обход того, чтобы поставить в известность Министерство культуры, вот начали это такие касается работы? не них, но всегда, когда происходит нарушение вот в сфере вот строительства или извещения, все собственники, пользователи или случайно посетители, мы не знали. Еще раз мы говорим, незнание закона не освобождает от обязанности. Но в данной ситуации это лукавство, потому что люди знают, что объекты культурного наследия, они имеют особый статус, и всегда необходимо предоставлять документацию проектную, которая получает одобрение, а потом, соответственно, с ней работать. Ну, они представили. То есть, спасибо гражданам, что сказали. Честно говоря, если бы не позвонили и в интернете шум-бум не поднялся, то мы бы могли бы не знать, и за 4 дня там все могли бы и забор построить, и то построить. Но это недопустимо. Наша набережная должна быть прозрачной, там не должно быть высоких кованых заборов, которые отгораживают граждан от своего города. Все-таки это проблема, вот именно то, что не дают себе труда люди, начиная какое-то строительство на объекте, который охраняется государством, поставить в известность само государство. Вот что нужно сделать для того, чтобы поднять вес, скажем так, Министерства культуры, укрепить его или, наоборот, придать ему какие-то карающие, не практика знаю, и опыт – функции? это великая вещь. По всей видимости, все эти годы вот такая практика была: нахрапом брать памятник, нахрапом там строить что угодно, никаких санкций к ним не применялись, а если санкции применялись, они очень незначительны для людей, которые такие особняки покупают. Санкции административные там до 6 тысяч рублей. Это абсолютно ни о чем не говорят. А максимальные санкции, там у нас 250 тысяч, это уголовный кодекс для особо ценных, которые еще у нас не выделены в государственном реестре, потому что мы над ними работаем. Это тоже не деньги, оказывается, для тех, кто вот капитальные вклады делает. Поэтому тут речь идет о том, что мы сейчас вот уже стали подавать суды за нарушение. Вот подали в январе, 4 января по поводу одного здания. Мы будем требовать, ну, в соответствии с законом, там есть свои возможности восстановления или это самое. Но если государство решится, к сожалению, мы не можем. Мы можем только иски подавать в суд. И если эти иски будут, мы будем иногда в некоторых случаях вот таких безобразий требовать изъятия из собственности и передачи в собственность государства, что предусмотрено законом. Пока и такого не было, но и это будет. Но я все равно говорю, в последнее время все-таки пользователи, собственники, нарушители уже знают, что этого нельзя делать. И вот то, что случаев стало не больше, а просто о них стали говорить, это уже хорошо. Я бы хотела, чтобы мы обратились опять к объекту, который вы посетили в Цибельде. Это разрушенная церковь и разрушенный могильник. Вот скажите, как там обстоят дела, что там было на самом деле? На самом деле, по сигналу местных органов, вот тоже 4 или 5, 4 января, 5 числа мы опять послали туда людей, сделали первый акт предварительный, но по сообщению, далеко. Вот знаете, местность мы думали и решили, что это, в общем-то, церковь 14-17 века, называется Мрамба-2, и она имеет там свой номер 1110. И мы думали, этот храм. Мы, конечно, были потрясены, выехали на место, сделали акт. Но потом мы посчитали. И вот, конечно, и были мои горячие, там, это самое, что они нарушили, они так делают, Новый год. Но на самом деле это было не в Новый год. Это они начали 24-го. Это полигон Министерства обороны Республики Абхазия, которое с
2008 года там находится, с 2011 года, соответственно, соглашение межгосударственное между Министерством обороны России и Абхазии. Они совместно используют этот полигон для боевых учений. Вы знаете, что Цибельда – это очень тяжелый участок, и в 2008 году нам нужен был там полигон, и парламент выдавал, и было выделение землепользования. Так вот, 24-го они просто хотели срезать часть там, до 1 метра головку сопки в вопросах безопасности жителей, чтобы вот об эту сопку там, снаряды не бились. Там вот можно посмотреть панорамные снимки, в принципе, как выяснилось, сами военные и не подозревали, что там что-нибудь может быть такое, что является культурным наследием. Потому что, скорее всего, если там даже какие-то останки были, они находились на уровне дневной поверхности. Как минимум, они были очень заросшие кустами. И мы выехали. Вот второй раз мы выехали, я уже попросил археологическую комиссию, Игорь Иванович Сценарий, Алик Николаевич Габеля, я, Министерство обороны Абхазии, представители базы России, там замкомандующего, и люди были из пресс-службы Министерства обороны, там мы были, кто еще? Местная глава администрации, мы осмотрели факт. Конечно, там где-то до 1 метра взрыхленный пол. Мы обнаружили там какие-то останки строения. Это известковые квадры. Один из них очень интересный, потому что он имеет румпы, такие пазы, которые там, чтобы не нужно было дополнительных цементов. Так, если в древности, это древние технологии. Известковые квадры резали здесь, в Абхазии, и в частности в Цибельде, где строили, использовали местный камень. Но трудно по ним предположить нам стало, что это был храм или что. Единственное, там вот был обломок, что меня смутило, и мы хотим дальше изучать. Обломок, фрагмент стены, где там был известковый раствор. Как правило, известковый раствор использовали более раннее средневековье до позднего, но и тоже его надо изучить. По тому количеству вот этих известковых плит, тесанных камней, трудно предположить, что там было большое строение или маленькое. Там мы обнаружили фрагменты человеческих костей. Скорее всего, было какое-то погребение. Трудно предположить, это погребение польское, как мы ранее говорили, или это какое-то впускное погребение, бывает случайное. В любом случае, необходимы охранные, спасательные раскопки для того, чтобы подтвердить. Я вам скажу так. С Министерством обороны легче всего работать. Они сразу поняли ситуацию. Как только они увидели эти глыбы, когда местные жители сказали, там, кажется, вот это есть, они сразу же прекратили работу сами 28 числа. До 5 числа они отказались дальнейшее там вести какие-то раскопки. Правда, мы подняли шум, и это неплохо, что подняли шум. Мы договорились, что в мае в рамках инвентаризации мы поедем туда, они нам предоставят технику, возможности, будут нас сопровождать, мы будем там исследовать. Теперь я изучаю документы. Когда в 2008 году давали, ведь им был перечень 22 объектов, которые находятся на территории Цибельдинского заповедника. Первым директором был Воронов. Это был 1994 год. Но к 2008 году, вот у меня выписано в акте, Управление по охране памятника, научно-методический совет, посчитал возможным выделение под полигон этой территории, потому что эти 22 памятника находились в другой. Но в то же время они были озабочены, что в результате каких-то стрельбищ могут пострадать памятники архитектуры и культуры. И тогда еще сказали, что надо, чтобы управление совместно с Министерством обороны вот эту выделенную территорию как-то обследовал на предмет наличия в ней тех или иных культурных объектов. Вот это, наконец, мы пришли к выводу. То есть это и раньше можно было сделать, но не делали. Они вообще не предполагали, если у них есть документ, что там на этой территории вообще ничего нет, роют и все. На таких холмах чаще всего строились и храмы, и... территория Цибельды же всегда Цибельды насыщена археологическими культурными слоями. Территория Цибельды уникальна для нас, потому что это царство Апсилов, это 4-6 века, это храмы ранних христианские, это фортификационные сооружения. Безусловно, наличие в таком близости полигона, если я просто не знаю, какой там характер стрельбищ, я ни разу не был на них,
они могут повлиять, но в большей близости находятся люди и тоже мешают. Но это, опять же, в ведении других органов. Это само министерство должно определяться, местные органы, другие. Наша цель была идентифицировать, был ли разрушен тот или иной памятник. Возможно, да. Возможно, это было какое-то другое строение. Но нам необходимо там провести охранные раскопки. Мы сейчас собираем все карты, которые за все это время были изданы, чтобы локализировать вот ту церковь, которую мы заявили, она ли там была на самом деле. Потому что очень трудно представить. Только сейчас мы имеем цифровые ортофотоплан, куда мы все это вносим, GPS, тогда этих у нас не было. То есть сейчас там на той территории ничего не делается? Они прекратили все работы, и Министерство обороны Абхазии, и те, которые сегодня Министерство обороны России, ну вот командование которое, они сказали, теперь отныне, даже если мы будем прокладывать для бульдозеров или тяжелой техники там дорогу, мы будем к вам обращаться, будете смотреть. Я говорю, хорошо. Скажите, вот эта история, которая произошла с Анакапийской крепостью, да. Вы сказали, в сентябре, да, барельефы там демонтировали? Ну, да, в сентябре, достаточно много времени. Почему об этом стало известно только сейчас? Вы знаете, это удивительно, что все это время мы не знали. Иногда упрекают Министерство культуры, почему вы не видели, вы должны охранять. Неправильное понимание функции Министерства культуры и охраны историков. Мы осуществляем надзор над соблюдением. Вот эти лапидарные памятники с христианской символикой находились на территории, то есть внутри, на вершине Анакапийского заповедника историко-архитектурного, который имеет достаточные возможности для охраны своих объектов. Нам и в голову не приходило, там около 80 различных архитектурных памятников, каждый день делать ревизию. У нас 5 человек в департаменте здесь работают, чтобы мы имели такую возможность. Мы занимаемся инвентаризацией. Но дело в том, что сам директор заповедника к нам обращался в апреле 2016 года. Это было письмо, основной месседж там был, что он хочет расширить свой музей. И третьим пунктом было, что неплохо было бы демонтировать вот эти памятники с христианскими изображениями, которые были, вы все видели в алтарной части храма Феодора, который венчает Анакапийскую цитадель. В конце 19 века монахами Новоафонска они собрали все вот эти обломки. Это не с одного храма, это с разных, что-то с этого, что-то с других, что-то с более поздних. Трудно сегодня сказать время создания того или иного объекта. Они должны были быть предметом изучения. Но они были там вмонтированы, как алтарная часть. Уже более 100 лет люди туда приходили, ими любовались. В принципе, эти известняковые, опять же, плиты, на которых вырезано, они, собственно, и предполагали, что они будут всегда под открытым воздухом. Их монтировали в стены, чтобы люди, приходящие к храму, их видели. Какие-то были во внутренней части алтарной, какие-то были наружу. И вот он к нам обратился. Мы ему тогда устно сказали, что, в принципе, все возможно, если это в целях безопасности, но это должно быть экспертное заключение, и это должно быть предметом обсуждения на научно-методическом совете. Он не может не знать закон об историко-культурном наследии, положение, регламентирующее работу, что все работы, связанные с консервацией, реставрацией, ремонтно-восстановительной работы на объектах культурного наследия, они должны вести согласие госоргана по охране. Раньше это было управление, сейчас Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, при котором есть научно-методический совет, который дает рекомендации. И все, и как-то мы решили, что тема исчерпана. И вдруг это было. Оказывается, в июле он обратился в археологическую комиссию, 5 членов которой, я бы не сказал, разрешили. То есть они при Академии наук? При Академии наук, которая дает разрешение открытые листы на археологические раскопки. Практически все они являются членами научно-методического совета, просто он более широкий у нас. Там еще архитекторы, историки, общественные деятели.
В принципе, я посмотрел то, что они ему там предлагали. Они сказали, да, это возможно, если в этом есть необходимо. И еще там башкиров в 24 году ссылали, что их надо как бы взять, потому что они не на своем месте. Это правда. Но необходимо подготовить научную проектную документацию по демонтажу и по хранению. То есть это означало, что он должен был подготовить, дать нам, и потом бы мы приняли. Ну вот, а он решил, что он может делать. Еще какое-то есть обвинение, что мы медленно реагируем. На самом деле, понимаете, в чем дело? Вот я лично был бы против, если... на самом деле в археологическую комиссию по положению закону руководитель госоргана по охране памятника обязан ходить. Но мне еще не было это предложено. Мы вот отдельным письмом пишем в Академию наук, что они должны были этот пробел сделать. Потому что если бы я был там, то вот, может быть, этого бы не произошло. Я бы сказал бы, пожалуйста, давайте к нам, будем обсуждать. Вот произошло то, что произошло. Ну, каковы дальнейшие действия Министерства культуры? Мы отправили письмо директору заповеднику, дисциплинарное взыскание за нарушение, за превышение своих должностных обязанностей и, соответственно, нарушение статьи закона об историко-культурном наследии. А также мы будем делать расширенное заседание научно-методического совета и будем дальнейшую судьбу. Потому что сегодня вот люди должны правильно понять. Говорят, надо вернуть на место. Я уже не знаю. Вы знаете, в чем дело? Когда ведутся раскопки, раскопки – это разрушение памятника. Но разрушение ради изучения и ради того, чтобы потом что-то из него восстановить. Вот эти памятники там, с христианской символики, там фрагменты, когда они были вмонтированы, уже было нарушением, этого не надо было делать, но чтобы они не разрушились, валяющиеся вокруг, тогда же не было музея, их монтировали. Теперь их демонтировали. При демонтаже там должна быть видеосъемка, обмер, чертежи каждого объекта, сколько их, какие они были до демонтажа и какие они стали после. Потому что в результате, когда ты отбиваешь, и непонятно как, они могут пострадать, испортиться, поломаться. Вот это и есть предмет озабоченности. Я считаю, что мы на научно-методическом совете обсудим, как вообще в таких случаях мы должны поступать, и будет создана специальная комиссия, которая вот как бы изучит вот, насколько пострадали, а может и не пострадали. Но я уже против того, чтобы их возвращать и опять на место ставить, потому что мы их опять будем тревожить. Потом они хранятся в музее. Вот мы подняли вопрос сегодня, это тоже очень важно. Музей не имеет статуса своего. Он есть, но он не имеет статуса. А есть закон о музеях. Соответственно, законом о музеях есть правила учета, хранения, фиксации всех артефактов, которые туда поступают. У нас же есть частный музей, государственный музей, краеведческий районный музей, мемориальный музей вот, в каждом городе. Их около 40, понимаете, в чем дело. И они не регулируются законом тем, который создан музеем, который применим к госмузею. Потому что если применить этот закон к любому музею, они незаконно хранят и все это делают. У нас уже были проблемы с порчей или утечкой артефактов, и нам это не нужно. И все должно иметь правовой статус. Каждый музей, даже если он при заповеднике, должен иметь свой правовой статус, в соответствии с которым определяется, могут ли вот эти артефакты в этом музее храниться или нет. Степени ценности. В Абхазии самая известная стена – это храм Феодора, он стоит. В алтарную часть были вмонтированы вот эти стены, она стояла 120 лет. Еще бы 1000 лет простояла бы, если речь не идет о полном восстановлении храма. Но речь об этом не идет вообще. Вот скажите, вот как вы считаете, возможно, то, что не считается с Министерством культуры, да, то есть не считается с государством, возможно, причина в том, что люди как-то не несут никакой ответственности, не несут никакого наказания. Скажите, как можно все-таки привести это в соответствие, как бы сбалансировать действия людей и интересы государства? Знаете, я когда был депутатом парламента 4-го созыва, я был единственный депутат, пожалуй, который всегда был против санкций. Я говорю, вместо санкций лучше делать поощрение. Сейчас мы, Министерство культуры, мы хотим учредить премию за
собственникам, пользователям или там арендаторам за хорошее, достойное там реставрацию объекта, демонстрацию как бы правильного отношения. К сожалению, последние 23 года в Абхазии все, что не происходит, идет на негативе. Мы хотим перевести в позитив. Это первое. Во-вторых, санкции, которые предусмотрены нашим законодательством, они незначительны. И мы должны над этим работать. Но мы не можем применять особые санкции до тех пор, пока все объекты историко-культурного наследия не будут оценены, чего у нас нет. Это огромная кропотливая работа. Вот президент Республики Абхазия буквально накануне Нового года мы ходили с министром и говорили, что он готов государственную программу профинансировать в соответствии с законом. Он имеет на это право именно по сохранению культурного наследия, чтобы мы могли оценить эти здания. Потому что если кто-то поломал окно или дверь в объекте, мы можем вычленить, какую сумму штрафа он должен платить. Не ту мизерную, которая есть условно, а ту реальную. И штрафы могут подняться за порчу имущества. Потому что когда делает оценку просто жилого помещения или хозяйствующего, это вот по остаточной стоимости. А потом прибавляется коэффициент значимости исторической. Вот когда у нас будет особо значимо обозначены те, которые суперзначимы для ЮНЕСКО мы готовим, и местного значения, мы можем сказать, будем прибавлять коэффициент, и то, что сегодня стоит 6 тысяч, будет стоить 60 миллионов. И тогда люди будут думать, и мы будем, тогда есть смысл эти санкции применять. При этих санкциях мы их применяем. Но вот самая лучшая санкция – это восстановление первоначального облика. К счастью, хотя бы это предусмотрено в законе, мы всегда на это опираемся. Тем не менее, мы несколько раз подавали в прокуратуру как бы заявление на возбуждение уголовного дела, но она ни разу не съязвила. Сейчас вот мы по одному делу, по которому нам было отказано в течение 9 месяцев рассматривать, мы просто подали административный иск в суд. Но кто-то был наказан. Мы так и не узнали, кто разрушил санаторий Смитского. Почему не узнали? Ну, по крайней мере, мы не услышали, что дальше как бы было в этой истории, какую ответственность понес человек, который это совершил. Это не человек понес ответственность, это понесли местные органы, это понесли граждане Абхазии, которые в поствоенном пространстве алчно разбирали санаторий Смитского. Я уже говорил и прокурору, и говорил в присутствии президента и глав администрации, когда они ищут, кто разбил, пусть походят по ресторанам и увидят черепицу с санатория Смитского. Знаете, у нас люди любят, чтобы вот назови имя, кто, вот все знают, пусть занимаются этим. На самом деле он был передан в аренду 5 лет назад собственнику. И, честно говоря, когда ему был передан, он уже был в таком состоянии. И человек отказывается от аренды, потому что, ну, то есть, ему не нравятся эти условия аренды, насколько я понял, ушел. То есть это здание все-таки ушло? Оно разрушается. И дай бог, чтобы мы нашли человека, который взял бы его на долгосрочную аренду и восстановил бы, потому что там еще предмет охраны есть, какие-то вот детали, какие-то самые. Ну вот сейчас в последнее время в связи с шумами, которые там мы подняли, опять-таки, все-таки это вот в наше время было, то есть и прокуратуру, и милицию, мы всех на ноги поднимаем, но мы не можем там заменить местные органы, полицию, прокуратуру, они тоже этим занимаются. Гораздо меньше стали там брать кирпичей, уже, черепицы там нечего брать, уже особо ломать, но все равно эти факты происходят. А что касается исторического здания в Гудауте? Какого? Который снесли. Вот в конце ноября прокуратура нам выдала окончательное решение, что они видят, причин для возбуждения уголовного кодекса. Мы имеем свое право в 3-месячный срок после этого подать. Мы подготовили иск гражданский, подали его в суд. Назначили судью, но, к сожалению, поскольку мы уже подали в суд, мы не можем говорить о предмете иска, что, как и на самом. Но журналистам я сегодня сказал, наверное, назначат судебное слушание. Они открыты, все могут прийти, задавать.
Мы будем молчать вот на эту тему и ждать решения суда. Михаил Самсонович, сейчас идет инвентаризация, проводит Министерство культуры. Да. А вот я нашла такую цитату, вы писали, что процесс инвентаризации объектов культурного наследия столь сложен, запутан и, можно сказать, находится в таком плачевном состоянии, что это порождает во мне отчаяние. Когда я говорю отчаяние, надо переворачивать. Все-таки у меня есть надежда, что я делал. Я бы не занимался ничем, что не доставляет мне как бы радость хорошей перспективы. Не потому, что я вот так живу. То есть в 60 лет, когда я практически пришел сюда работать, карьеру чиновника уже не делают. Я пришел, хотел что-то вот помочь сделать. И так случилось. Мои друзья все возглавляли, их не стало уже. Ситуация действительно плачевна. Вот поствоенно, я уже говорил, еще раз скажу, в поствоенном пространстве проблема была выжить. Тут Кодорске, война, тяжело, плохо. Поэтому мы в 2008 году радостно полигон этот создали, дали Министерству обороны, а сейчас кто-то хочет там эти какие-то земли там взять, вот что неправильно. Тогда о культурном наследии мало кто думал, понимаете, не до этого было. Вот как бы это вот сейчас уже, когда многие вещи стабилизировались, нормализировались, я очень рад, что общество стало об этом думать. Но это время утерянных возможностей. Какие-то объекты, минуя законодательство, были приватизированы. Они же не имеют права объекты культурного наследия приватизировать. Ну, мы ради Бога, пусть это будут добродетельные вот собственники, но и мы изучаем, потому что мы начали инвентаризацию, мы реально увидели, что они есть. Вы знаете, у нас 1500 сейчас, ну, чуть больше там в списке, из которых вот мы 700 только вот сумели в этом году, ну, за тот год обследовать. Горную Абхазию отдельным проектом, там же мы будем обследовать, потому что там на наших машинах, там нужен другой транспорт. 700 объектов, из которых 200, около 200, не внесены были еще, вообще до них рука не доходила. Мы их внесли уже предварительно в список, они уже охраняются. А около 40 или 30, тех, которых вообще нету, но они есть в списке, потому что они были 10 лет назад, просто их нету. Там трава растет или какой-нибудь совершенно вот особняк, не имеющий отношения к тому. Вот это и есть инвентаризация. Вот когда мы ее завершим, через 2 года, мы будем иметь реальный реестр, в котором точно будет прописана и категория памятника, и степень его состояния. Мы же акты составляем на тот день, в каком состоянии, и фотофиксацию. И что с ним делать, и кто является собственником, и на кого можем подать сюда. Мы стали охранное обязательство. Вот знаете, вот после того, как в прошлом году, в канун Нового года, госсписок сделали, все, местные органы, ну, спасибо им всем говорю, они обязывают всех, кто приватизирует или меняет квартиры, дома или что-либо, какие-то операции, приходить к нам, и мы с ними составляем охранное обязательство. Процесс пошел. Но я хочу, чтобы люди знали, процесс-то пошел, но время потрачено, утерянных возможностей трудно восстановить, но мы будем стараться, будем пытаться. Вот мы будем планировать, что все-таки был внебюджетный фонд ассигнований на реставрацию и исследование объектов культурного наследия. В буддийские храмы летом невозможно просто туда ехать, машины ездят. Мы в этом году будем делать его заповедник. Пусть платят билеты, пусть... Вот смотрите, ну, в Анакапе, вот печально, что вот такая история с этим, но в принципе уже в хорошем состоянии, уже великолепно работал и там Алхас Аргун, то есть делал много, ну, ходят люди, за счет него можно содержать Пицундию, сейчас хотим там. Туризм используют, но никогда в жизни не было такого от них желания как бы что-то там вот, на реставрацию дать. А это надо. Вот надо нам как-то систематизировать. В этом году мы будем с Министерством по туризму работать, размышлять, как сделать так, чтобы еще больше объектов были для них открыты, и, вот, и они могли их быть. Ну, то есть они должны помогать. Сами объекты культурного наследия вполне могут себя обеспечить, свою жизнестойкость, свою тысячелетнюю историю, продлить ее дальше. Просто все, кто на них зарабатывает, все эти деньги должны аккумулироваться в бюджете в стране там, использоваться на них. Вот и все. Раньше, до 2004 года, когда говорили об охране памятника, всегда имелся в виду один человек. Кто это был?
Вадим Викторович Бжаня, то это был Анзор Гумава, то это был Демур Бжаня, то это вот Гарик Сангуля. Это неправильно. Вот сейчас у нас в Министерстве культуры мы набрали очень хороших молодых людей. Те, которые были, которые практически не работали, они со мной стали работать. Там уже сильная команда. То есть мы уже не ездим, уже я не появляюсь везде. Они сами решают, сами принимают решения и с собственниками, с прокуратурой, с милицией, и с местными органами. Они сами реагируют. Моя цель, помимо инвентаризации объектов культурного наследия, взрастить некую группу молодых людей, которые смогут в дальнейшем с этим работать. Чтобы не получалось так, что вот один уходит, и после него коллапс наступает. Мы хотим в конце вот моего третьего года инвентаризации, чтобы или в электронных вариантах были все паспорта, учетные карточки. Все это будет в интернете, и даже мое плохое настроение не позволит мне стереть это. Это будет достоянием страны вот на сервере. Вот эта программа. Я благодарю Кабинет министров и, собственно, президента, который тоже как бы нас поддержал, что нам дали впервые в истории Абхазии государственную целевую программу по инвентаризации объектов культурного наследия. Это очень важно. И мы работаем. Тяжело, но работаем. Спасибо. Вот спасибо вам. Спасибо вам. На сегодня это все. Наша передача подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.